Добрый вечер, это новости 24, в студии Ася Добриева и коротко о главном. Кадровое назначение. Минусбек Евкуров назначил нового помощника советника по религиозным вопросам. Расширяя границы, теперь смотреть наш канал можно с помощью интернет-провайдера ИТТ. $100 миллионов на поддержку сельского хозяйства. Более 70 фермеров Ингушетии получили грантовую помощь. Минусбек Евкуров назначил своим помощником-советником по религиозным вопросам бывшего муфтия Ингушетии Магомеда Хаджи Албагачиева. Соответствующий указ руководитель региона подписал в ходе встречи с известными ингушскими религиозными деятелями в Магасе. Кандидатура Албагачиева была поддержана ингушскими богословами, приняв во внимание его большой вклад в религиозное просветление населения, высокий авторитет в обществе и глубокие познания сущности религии. Потомок пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, Саид Хусейн Акилов, Абдул Бидери, Хизыр Цилоев, Микаил Даурбеков, Ахмед Пошев, Патрудин Муцольгов и другие богословы высказались за его назначение помощником-советником руководителя региона по религиозным вопросам. Минусбек Евкуров отметил, что Магомед Хаджи Османович всю свою сознательную жизнь целенаправленно занимался изучением исламских наук у видных ученых-богословов Ингушетии и Дагестана. Глава республики сообщил, что Албагачиев будет заниматься вопросами взаимодействия с религиозными объединениями не только в республике, но и за ее пределами. Напомним, в 1997 году Магомед Хаджи Албагачиев окончил Исламский институт имени имама Аль-Шафии. После образования Республики Ингушетия в течение 12 лет он возглавлял Духовное управление мусульман республики. Затем на протяжении 5 лет возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Мухаммед искамал дица, Мухаммед маснин волж халра, шана маснин волж халра, что цедак бян барса, цеволка, что цеволка, духан халра ханиалыч, помощь советника маснин сакамал дузиш, маснин саха хават дуц, халх я вай муфтият хайил чана, дерг хабат чана, что дергаш долж, хайта хамудиер, ах Мухаммед одним из первых муфти хана республики. Далек хамаш بعدين أقنع يقي مسنا يأشب كره قدر أوشيت ودش خنر أوشيت ودش بالح رابول بتش خصكم بتساعد إن شاء الله помощник советник по делам религии арз تغنش دينا أرى شح دعوة حوغ официальный мероприятие أوجر سجوا. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов побывал в Ингушетии с дружественным визитом, в рамках которого он вместе с Минусбеком Евкуровым посетил ряд объектов, построенных в республике за последнее время. Один из них введен в эксплуатацию 3 июня, первый в регионе специализированный зал тяжелой атлетики имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Ибрагима Кадзоева. Глава Дагестана обратил внимание на то, что в зале есть все необходимое для профессиональной подготовки атлетов. Также Рамзан Абдулатипов отметил, что количество спортивных объектов на Кавказе растет. Ингушская республика в этом росте, несомненно, лидирует. Рамазан Абдулатипов пожелал нашим спортсменам успехов на профессиональном поприще и выразил надежду на то, что совсем скоро ингушские спортсмены порадуют нас победами на соревнованиях международного уровня. Глава Ингушетии принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа в Ессентуках. На заседании обсудят реализацию 2 федеральных целевых программ «Юг России» и «Развитие Ингушетии». Также среди приоритетных тем коллегии снижение уровня безработицы, развитие промышленности и АПК, строительство социально значимых объектов, инвестиционная привлекательность и развитие туризма. Теперь в список вещаний ТТ-телевидения включен и наш канал. Национальная телерадиокомпания Ингушетии увеличила свою целевую аудиторию. Отныне смотреть программы нашего телеканала и следить за новостями республики могут не только владельцы спутникового телевидения Триколор и НТВ+, но и пользователи интернет-провайдера ИТТ. Кстати, приурочено начало вещания ко Дню Республики. О достоинствах новой услуги в сюжете Румины Ахриевой.
Будни и праздники рядовых жителей республики, предпринимателей, общественных деятелей, влиятельных политиков, острые проблемы города и села, новости экономики, криминальная хроника, культурная и духовная жизнь Ингушетии. Обо всем этом могут узнать зрители не только из самых отдаленных уголков республики и России, но и жители стран Европы и всего мира. Передачи НТРК Ингушетия давно транслируют по каналам спутникового телевидения Триколор и НТВ+. А теперь к ним добавился еще интернет-провайдер ИТТ. Таким образом, национальный канал раздвигает свои горизонты до предела. Отныне наши программы в Full HD качестве можно смотреть через интернет-вещание ТТ, оплатив кабельный интернет стоимостью 90 рублей в месяц. При подключении телевидения наши абоненты не несут дополнительных затрат, если у них телевизор хотя более-менее нового поколения. Если старый, то им придется приобрести приставку, которая стоит гораздо дешевле их аналогов, спутникового телевидения. В принципе, альтернатива по цене и качеству не уступает тому же телевидению, спутниковому телевидению, которое у нас так популярен на всей территории. Как говорят сами работники ИТТ, при подключении интернет-вещания клиента всегда в первую очередь интересовало, есть ли в списках каналов ингушский. Теперь есть. Вещание национального ингушского телеканала через интернет уже началось. Оно было приурочено к 24-й годовщине образования республики. Кстати, НТРК Ингушетия в списках каналов стоит первый. Выход в интернет не означает, что наш канал уходит с Триколор ТВ или НТВ+. Мы просто расширяем свои возможности. Весь контент НТРК Ингушетия производит в формате Full HD, в формате высокого качества. Но после конвертации доставки сигнала в Москву и на спутник он теряется, поэтому в пакете Триколор уже качество отличается от исходного качества. И в настоящий момент ИТТ будет единственный провайдер, который может вещать контент НТРК Ингушетия именно в том формате, в котором мы его производим. Почти 3 года в эфире, трансляция 24 часа в сутки и более 12 миллионов телезрителей по всему миру. Вот что такое НТРК Ингушетия. Мы создаем самые разные передачи – детские, развлекательные, политические, религиозные, образовательные. Программы национального канала рассчитаны на все слои населения. А теперь они и в лучшем качестве, и более легком доступе. Румина Ахриева, Арина Цучева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Глава Ингушетии Нузбек Евкуров встретился с альпинистами, которые уже несколько дней находятся в республике и изучают наши горы. Беседа прошла с участием мастера спорта по альпинизму Александра Сушко и мастера спорта международного альпинизма и международного класса по скалолазанию тренера сборной России команды по альпинизму Валерия Болезина. В период СССР в Чечено-Ингушетии было 14 квалифицированных маршрутов. Альпинисты обратились в Федерацию альпинизма России с ходатайством направить в республику комиссию и восстановить некоторые маршруты. Руководитель региона заслушал доклад о работе, проделанной в горной Ингушетии комиссией из 6 человек. Особенно альпинистов заинтересовала гора Гайкомт, которой присвоена высшая категория сложности 6А. Изучив скальный массив, специалисты разработали 12 новых маршрутов. На встрече также были изучены предложения для проведения в Ингушетии в 2017 году чемпионата России по альпинизму. Я так был настроен несколько скептически, думал, что какое-то место вроде как неизвестное, и гора, в общем-то, тоже не на слуху. Вот. Но когда сюда мы приехали и посмотрели в натуре уже эту гору и оценили и параметры, то, в общем-то, они на 100% подходят под проведение чемпионата России. И еще приятно то, что очень хорошая инфраструктура, там хорошие дороги, близкий подъезд, наличие гостиниц. Если мы раньше все время ночевали в палатках, там где-то под горой, добирались там день-два, то и больше, иногда на вертолете, вот, то здесь, в общем-то, логистика простая и, в общем-то, все доступно. Более 70 фермерских хозяйств республики получили грантовую поддержку на развитие своего дела. В этом году грантовый фонд уменьшился на 20 с лишним миллионов, а желающих получить эту самую помощь стало только больше. Кто уже получил поддержку от государства и каким образом она реализуется, расскажет Хади Добриева. Юсуп Аздоев фермерским хозяйством занимается давно. На этой маленькой ферме у него 16 голов крупнорогатого скота, 6 из которых дойные коровы. Разводит фермер еще и овец, кур и гусей. И если раньше о расширении хозяйства Юсуп мог только задумываться, то сейчас у него появилась реальная возможность воплотить планы в жизнь. На днях, как и еще 76 фермеров республики, он получил грантовую поддержку. Юсуп уже рассчитал, на что пойдет выделенный ему грантовый миллион.
При распределении средств в Минсельхозе постарались больше внимания уделить небольшим хозяйствам. В итоге из более 700 заявителей грантовую помощь выделили 20 семейным и 57 начинающим фермерам республики. Отбирали грантополучателей согласно определенным критериям. Акцент был сделан такой. 15 голов, чтобы было у начинающего фермера, и чтобы 60 голов было у семейного фермера. Семейные фермеры – это уже состоявшиеся фермеры, многие уже получили грантовую поддержку, поэтому их обычно показывает, что их бывает меньше. Начинающих фермеров, конечно, бывает в разы больше, и внимание им приходится оказывать больше. В этом году грантовый фонд для ингушских фермеров составил 101 миллион рублей. Это на 20 с лишним миллионов меньше, чем в прошлом году, тогда как соискателей на поддержку, наоборот, оказалось почти в 3 раза больше – 739 человек. Причем более 80% из них – это те, кто ни разу до этого не получал грант. Юнус Муцольков уже 2-й год подряд не может войти в список получателей грантов. У фермеров в хозяйстве 30 голов скота мясной и молочной породы. Покупателей молока, сыра и сметаны муцольговского производства, объясняет фермер, среди местных жителей тоже немало. Районная комиссия была, вторая, краевой, на 3 машинах приезжали. Все записали, все увидели. Похвалили меня, что я так занимаюсь этим делом. И уехали. Ну, я тоже здесь надеялся, честно говоря, 100% уже я грант получу и дальше пойду. Закуплю еще скот, бычков, коров дойных. У меня 8 дойных коров, 8 дойных и 22 молодняка, 2 трактора. Там косилки, мажар, все есть у меня. В Минсельхозе объясняют, угодить всем с таким грантовым фондом просто невозможно. Средств на всех просто не хватает. Подал вам заявление, вот он начинающий фермер. Но мы говорим, и то не получается, видно. Так или иначе, эти гранты уже на руках у фермеров и вовсю реализуются. А в Минсельхозе обещают, первые средства, перечисленные из федерального центра в виде субсидий в поддержку ингушских фермеров, пойдут в помощь тем, кто на этот раз остался неудел. Только вот когда это будет и будет ли вообще, говорить пока рано. Хади Добриева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. В концертном зале города Грозного состоялась первая всероссийская конференция компании ЛНС, которая занимается продажей швейцарских часов. На встрече присутствовали около 800 человек. Всех собравшихся интересовали тонкости сетевого бизнеса, его риски и прибыльные составляющие. Там же были поощрены самые успешные менеджеры. Подробнее Зарема Ивлоева. С раннего утра на автостанции Назрани многолюдно. Большая ингушская делегация собирается для выезда в Грозный, где пройдет масштабная конференция компании ЛНС. Едут как те, кто уже занимается этим бизнесом, так и те, кому только предстоит познакомиться с сетевым маркетингом. Если конференция изначально называлась всероссийской, то в итоге ее масштабы вылились за пределы нашей страны. В зале собралось около 800 человек. Сегодня к нам приехали гости из Италии. Это первый вице-президент компании Микель Ризи, вице-президент компании по маркетингу это Пауло Миретхан. Вот, сегодня они тоже будут присутствовать. Большая делегация с Ингушетии приехала, с Дагестана, то есть почти со всего Северного Кавказа, включая Волгоград, там Астрахань, вот, ближайшие регионы. Вот, с Азербайджана, с Казахстана, с Молдавии, даже с Екатеринбурга, с Урала даже люди есть. По словам директора компании, никаких рисков здесь нет, а только возможность создания высокодоходного бизнеса с нуля для любого человека. Покупка швейцарских часов – это своеобразный билет в мир сети ЛНС. То есть это первое и единственное вложение в ваш будущий бизнес. А дальше, чтобы получить доходы, необходимо создать товарооборот. То есть пригласить еще 2 человек, которые также купят часы, стоимость которых от 500 до $2500. Ну а после каждый из них по цепочке пригласит еще по 2 покупателя. За то, что вы пришли в бизнес, компания вам дает бонус первый, это $40. А за то, что вы пригласили еще 2 человека, 2 партнера, таких же, как вы, на приобретение тех же часов, компания вам дает $90. Каждый делает то же самое. Таким образом, компания строит сеть на основе этих часов. Компания инвестиционная, единственная в своем роде. Такой компании нету. Все компании, которые существуют на мировом рынке, они что-то продают.
что-то покупают, постоянно вкладывают деньги. В Ингушетии компания работает год, и по словам регионального директора Зареты Миржоевой, бизнес хорошо прижился в нашем регионе. Под нами уже регионы Осетия, Нальчик под нами работает. Уже у меня в команде 300 человек. Мы все рады за эту компанию, мы зарабатываем от 15 тысяч долларов и ниже. Наша команда уже зарабатывает. Работать в компании может любой желающий, неважно, какое у вас образование. Главное, чтобы будущий бизнесмен был совершеннолетним и имел жилку бизнесмена. Амир Плиев говорит, что уже доволен своим заработком. Здесь все зависит от твоей работы, и как ты больше будешь людей привлекать в эту компанию, тем больше у тебя зарплаты, тем больше у тебя премиальные идут. В общем, с декабря, начала декабря по сегодняшний день в пределах 8 тысяч долларов мы уже заработали. В рамках мероприятия были награждены самые успешные менеджеры компании. Также состоялся розыгрыш призов и обмен опытом с коллегами. Зарима Ивлоева, Тимур Карахоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. А в 19:00 смотрите ингушский выпуск новостей с Фатимой Гагиевой. Всего доброго.